Команда из Башкортостана покорила пик Чингиза Айтматова в Безингийском ущелье. Это одно из мероприятий проекта «Тропа поэтов». Об этом поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Российский летчик-инструктор авиации общего назначения, парашютист, альпинист, музыкант, радиоведущий, обладатель мирового рекорда за первый в истории стратосферный прыжок на Северный полюс. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Александр Лыник сегодня с нами. Здравствуйте. Александр Борисович, не могла не перечислить все ваши регалии для того, чтобы наши зрители понимали, почему именно с вами мы обсуждаем сегодня эту тему. Итак, команда из Башкортостана покорила пик Чингиза Айтматова. Расскажите, как все продолжалось, как все прошло. Мы никогда не говорим «покорил» сейчас, вот в современных условиях, несмотря на то, что песня Владимира Высоцкого есть «Покоряем вершины». Обычно сейчас альпинисты говорят, что мы просим вершину, чтобы она нас пустила, мы туда приходим, а потом просим, чтобы она нас бережно пустила на равнину. Покорить стихию невозможно, а вот оказать дань уважения, тем более вершинам, которые носят имена поэтов великих, это, конечно, особая миссия, и эту миссию как раз и выполняет сейчас наше региональное отделение Русского географического общества. Мы собираем команду ежегодно. Миссия началась в 2018 году, в преддверии столетия Мустая Карима, великого нашего народного поэта Республики Башкортостан. Вот. Уже на следующий год мы совершили второе восхождение, уже в день столетия, к юбилею Мустафы Сафича. И идея эта давно уже витала, и вот она родилась буквально накануне столетнего юбилея Мустая Карима, и автором этой идеи явились наши кабардино-балкарские друзья, литераторы, и наше Русское географическое общество в то время возглавлял его Камиль Фаррухшинович Зиганшин. И вот я, как сейчас помню, 2018 год, мы собрались, альпинисты Кабардино-Балкарии известные, и здесь я формировал команду, был руководителем этой экспедиции. Мы поднялись впервые на безымянную вершину, прикрепили табличку «Пик Мустая Карима», и потом уже Салават Талгатович Сагитов, председатель Русского географического общества нашего регионального, вот, которое ныне действует, он уже и наши кабардино-балкарские друзья совместно мы эту вершину узаконили. И вершину, кстати говоря, друга Мустафы Сафича Кайсына Кулиева. Они находятся рядом, два пика. Когда мы восходим на пик Мустая Карима, мы в обязательном порядке посещаем пик его друга Кайсына Кулиева. Ну, дальше требовалось продолжение, ведь надо не только этих двух поэтов объединяла дружба, впрочем, как и дружба народов, которые они представляли. Их друзья, это и Чингиз Айтматов, это и Давид Кугультинов, и, значит, Алим Кишоков, и Расул Гамзатов. Вот это, может быть, вы помните, вот это, скажем так, звание литературной телеги. Когда поэты делали опору друг на друга, вот в эту телегу литературную входили как раз Кайсын Кулиев, Мустай Карим, Давид Кукультинов и Расул Гамзатов. Ну, естественно, все поэты дружили, как и наши народы. И вот в этом году, в канун столетия, кстати говоря, Чингиза Айтматова, мы посетили вершину, пик Чингиза Айтматова в Кабардино-Балкарии. И это произошло тоже в канун его юбилея. Ну, а на следующий год мы планируем продолжить маршрутную тропу поэтов, и намечено восхождение на пик Расула Гамзатова. Вот это произойдет уже на следующий год. Это будет уже 6-я вершина нашей тропе поэтов, которую мы откроем уже на следующий год. Александр Борисович, почему это нужно? Зачем? Какова главная задача? Это же не просто вот побывать на вершине, да, и чтобы она отпустила. А здесь же есть какой-то глубокий смысл. Глубокий смысл вообще давать название вершинам. Потому что люди, которые стремятся подняться вверх, они должны знать, к кому они идут, и знать историю этой вершины и историю человека, в честь которого она названа. Вот, допустим, в Кабардино-Балкарии вот уже сейчас многие ходят на пик Мустай Карима и изучают его творчество. Разве ради этого не стоило увековечивать память в Кабардино-Балкарии Мустафы Сафича? Тем более, что это для него был как родной дом.
так же, как и для представителей Кабардино-Балкарии, приезжая в Башкирию, это была дружба поэтов, которая как бы была зеркальным отражением дружбы народов. И вот сейчас наш маршрут, тропа поэтов, он как раз поэтому и имеет смысл, что мы должны напомнить всем сегодняшним живущим, пусть уже не в составе Советского Союза, о том, что наши народы очень сильно дружили, наши поэты были близкими друзьями, и мы должны это помнить, беречь эту дружбу и продолжать. Самое главное – продолжать. А как мы можем это сделать? Я приехал, допустим, в Кабардино-Балкарию. Вот, здесь, оказывается, я из Башкирии, здесь есть гора великого поэта Башкортостана. Почему бы мне не подняться? Вершины подобраны таким образом, чтобы можно было подняться любому человеку физически здоровому. Это не какая-то там специальная скальная подготовка. Они красивые, эти тропы, понимаете? Некоторые тропы промаркированы. Идешь и просто получаешь наслаждение с природой. А попадая на вершину, ты начинаешь читать стихи этих поэтов, в честь которых эта вершина названа. Здесь много можно говорить, но я одно могу сказать. Мы продолжаем традицию наших предшественников, великих поэтов, которые объединяли народы. Сейчас мы не только увековечиваем их память, но и опять начинаем объяснять людям, что наша дружба нерушима, как память о наших великих поэтах. Александр Борисович, вот такой важный нюанс сейчас сказали о том, что подняться на эти вершины можно без особой физической подготовки. Правильно понимаю, что Правильно. это могут сделать, в принципе, люди любого возраста? Как взрослые, так подростки, дети? Да, я только уточню. Физическая подготовка должна быть, я имею в виду горной подготовки, лазание по скалам, умение пользоваться страховкой. Нет, это просто тропа, но она требует физической нагрузки, сильной. И знаете, вот я знаю точно, что все альпинисты, все, кто ходит в горы, они одержимы духом победы. И вот гора не дает расслабиться. Она делает эту победу очень трудной, а значит и более значимой. Вот. Но тропа подобрана таким образом, что там нет каких-то скал, которые надо преодолевать, какие-то там овраги, ущелья, пользоваться страховкой. Нет, надо просто идти, надо быть выносливым, физически готовым, подготовленным человеком. Возрастная категория здесь особо не имеет значения. Здесь могут и школьники подняться в сопровождении, соответственно, грамотных проводников. Вот, а могут и взрослые люди. У нас возрастная категория, знаете, какой диапазон? Вот там, допустим, 20 лет и до 70 с лишним. Вот, поэтому эти тропы, они должны быть протоптаны большим количеством людей, почитателей творчества великих поэтов и тех людей, которые ценят дружбу между народами. Вот мы говорили о том, что команда Башкортостана поднялась на пик Чингиза Айтматова. Кто вошел в эту команду? Можно ли вообще в нее войти, вот если уже на следующий год кто-то, вот, допустим, держит в уме, что готов подняться, составить вам компанию? Вы знаете, у нас уже есть основной стержень команды, которая ходит каждый год, и в том числе возглавляет эту команду Салават Талгатович Сагитов, ректор Башкирского госуниверситета и председатель Русского географического общества регионального отделения. Он как бы является руководителем этого проекта сейчас. Я отвечаю за подбор как раз тех, кто будут восходить. Мы людей подбираем, во-первых, по их желанию. Конечно же, мы учитываем, потому что я никого не искал. Нам просто звонят, и мы, анализируя личность, которой нам позвонили, на личных встречах, определяем, можно или пока не стоит, может быть, чуть попозже. Вот. У нас в команде очень неординарные личности. Это и летчики, это и руководители крупные каких-то организаций, предприятий, это и деятели литературы, естественно, это и учителя географии, это просто туристы. Я могу многих перечислить. И на следующий год мы планируем омолодить нашу команду и добавить студентов, пускай тоже приобщаются к этому проекту, к этому великому проекту. Ну, с точки зрения именно на кого он направлен. Не то, что мы великие, а вот именно на кого он направлен. На увековечивание людей, которые оставили глубокий след в нашей истории.
То есть к вам можно присоединиться, причем если на следующий год молодые люди захотят с вами подняться на пик Расула Гамзатова, вы правильно, да, сказали, по-моему, да. то можно заняться подготовкой уже сейчас. Да, и это будет очень полезно для того человека, потому что подготовка для восхождения в горах, она достаточно серьезная. Ну, мы знаем, вот проблемы в горах, какие могут возникнуть в чисто физическом уровне, просто когда человек не может идти. Кроме того, последствия горной болезни, потому что мы ходим на высокие горы достаточно, до 4000 метров, и горная болезнь может преследовать человека, начиная с 2000 метров. Поэтому мы очень строго подходим к акклиматизации. Наши кабардинские альпинисты, которые являются проводниками нас на этих маршрутах, они строго за этим следят. У нас не было таких ситуаций, чтобы какие-то вот чрезвычайные происходили моменты, угрожающие вот именно самой жизни. Нет, такого не было. Хотя мы и ночевали в горах, и по несколько дней, и попадали в грозы, и шли по леднику. Все прелести восхождения мы получали. Вот. И горная болезнь тоже нас преследовала. Но вот как-то мы умудрялись в команде все это решать полюбовно. И даже иногда, может быть, кто-то лишний раз отдохнет, не тормозит группу. То есть все направлено на достижение цели. И к этой цели надо готовиться уже здесь, на равнине. Горы не прощают неподготовленных. Это известно всем. Даже без сомнений надо быть физически крепким и здоровым человеком. Александр Борисович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали о том, что проложили тропу поэтов. За это отдельное спасибо, что именно вы так смогли связать литературу и вершины, да, которые, покоряя вершину, как бы поднимаясь на вершину, ты поднимаешься, как будто и не то чтобы прочитал книгу, но присоединился к чему-то великому. Наверное, вот это один из таких вот важных моментов. Спасибо огромное. Да. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.